Мир вам, братья и сестры. Это сегодня что хотел сказать вам. Слышал такое, что YouTube могут закрыть в любой момент. Поэтому ссылка внизу там в описании на Яндекс.Дзен укажу и на Telegram канал. Так что подписывайтесь, поддерживайте лайками, репостами. И хотел передать всем тем, кто вот пишет по поводу цены, там дорого, недорого. Я не знаю, на ножи тратится уйма времени. Я там где-то, кому дорого, внизу там где-то вот на канале на моем есть видео, где я рассказываю, как что куется, и как бы можете сделать это сами, вполне, кому дорого. Вот нож очередной сделали ручной работы также. Виктор Кузнецов, вот с ним при жизни знаком был. И он видел ножны гораздо хуже сделанные, из 2 половинок можжевельника, обтянутые бычьим хвостом, растительного дубления, все это сам дублю. Он говорил, что одни ножны очень дорого стоят, в общем. Поэтому, как бы, ну, сам нож такой вот. Сейчас солнца нету, как бы. Ручка тут переливается вся. Сувель березы. Льняным маслом пропитано, 6 часов на водяной бане. Ну вот, рог лося. Показываю, как режет. Кости таким ножом рубить не стоит, потому что угол заточки очень острый. Это для того, чтобы легко было резать. Не напрягаясь, как бы, чтобы... Для охотника в основном берут для того, чтобы лося, например, разобрать и не устать при этом. И потом, чтобы быстро затачивался. Также. По дереву покажу. Видно, нет, наверное. В этом месте нет сопротивления, поэтому строгать им истинное удовольствие. Также вот очень хорошо брить, чистить овощи, например. То есть вот он, видно, да, как он волосы режет. Вот, примерно без проблем. И по коже покажу. Это на весу, то есть не самый удобный вариант, но тем не менее вот режет кожу примерно вот так вот. Собаки сидят, ждут. Эх, ты его не поймал, год поймал. Вот, и по газетке еще покажу. Двумя пальчиками держу. Примерно так. В общем, всего доброго. До свидания.